Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин, и сегодня наша телепрограмма посвящена защите прав жителей Якутии. Мы расскажем об общественных организациях и государственных структурах, которые весьма эффективно работают в этом направлении и при этом безвозмездно. В Якутии активно работает Общественный народный фронт Якутии. Ранее мы вам рассказывали о Марии Павловой, которая встала на защиту озера Сергелях и дороги, которые она делала со своими коллегами. Там был создан резервный снежный полигон. На помощь ей пришел Общественный народный фронт Якутии. Не было понятно, временный он, постоянный, разрешения есть, нет. В итоге точки над «и» расставлены, снежный полигон на птицефабрике закрыт, снег вывозится на постоянный полигон, что людям можно успокоиться, действительно правду мы нашли. В принципе, о деятельности Якутдорстроя тоже заслушали доклад, есть там ряд вопросов, связанных с финансированием. Появилась ясная картина, в чем проблемы и кто виноват, так сказать, да. Поэтому дальше будем продолжать следить за деятельностью данной компании, а самое главное, за качеством уборки наших улиц и, конечно же, вывоза снега. Общественный народный фронт работает по различным направлениям, но главная его задача – помощь конкретным людям. Так он обратил внимание на проблему двух бабушек села Табага, которые живут в аварийном доме. Там уже никто не живет, но бабушкам переезжать некуда. Это единственное их жилье. Купила в 2002 году. Тогда более-менее дом был. 2 года тому назад горячая вода, 5 часов утра вышла, тут вода, тут хлынула. Я не знаю, куда бегать, никого рядом нету. Мне очень-очень обидно, что нас перенесли. Народный фронт обращается в прокуратуру города Якутска для того, чтобы защитить права граждан на их благополучное проживание. Благодаря усилиям Народного фронта дело дошло до суда. В конце апреля бабушки должны по решению суда получить квартиры от окружной администрации города Якутска. Серьезной проблемой на федеральном уровне, и в частности в Якутии, является кибермошенничество. Только за последний год россияне потеряли около 245 миллиардов рублей, а в Якутии более 900 миллионов рублей. Расследованием таких преступлений занимается Министерство внутренних дел Якутии. Стоять! 7 миллионов рублей, едва не ставшие очередным уловом дистанционных аферистов, спасены. Пожилую женщину обманули, представившись сотрудниками военкомата. Сказали, что выданную ей выплату за гибель сына на СВО необходимо передать государству для проверки. Ситуация завершилась благополучно благодаря своевременным действиям сотрудников УБК. Мошеннические действия пресечены, а в отношении девушки, исполнявшей роль курьера, проводится проверка. Когда деньги я отдавала, у меня были сомнения, потому что перед тем, как отдать деньги, вот этот Алексей, да, он сказал: девушка подойдет, скажете, дадите пакет, скажете от Алексея, там, как его, Владимирович или как. Я еще у него переспросила: она должна это сказать или это я должна сказать? Он говорит: нет, это вы скажете, отдадите ей пакет. Вы, говорит, не отключайтесь, просто громкую связь уберите с телефона. Ну и все, вот мы вышли, потом смотрим, она издалека идет к нам навстречу. Пакет взяла и собралась уходить, и тут сотрудники полиции. Конечно, это я была в шоковом состоянии, потому что сначала один сотрудник корочку, второй задерживает эту девушку, значит, с пакетом. И у меня вообще шок. И я чуть не потеряла 7 миллионов. Это для меня вообще большая, очень большая сумма, за которую сын мой отдал жизнь. И спасибо сотрудникам полиции, которые спасли меня и мои финансы. Мошенники могут вступать друг с другом в конфликт на глазах у жертвы. Это делается для еще большего убеждения ее в реальности происходящего.
Могут оплачивать такси, бронировать билеты или даже звонить знакомым и просить что-то передать. Для того, чтобы не попасться на подобную уловку, необходимо пресекать любые требования совершить какие-то действия с вашим имуществом, когда они озвучиваются вам по телефону. В случае обмана мошенниками рекомендуется незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции. Гражданам выгодно обращаться в письменном виде, потому что действительно в народе правильно говорят слова, где бы не пришьешь. Потому что человек вначале хочет понять вообще, как получает устную консультацию. Далее, значит, уже надо там, допустим, восстановить нарушенное право. Соответственно, он обращается в компетентные органы, ну и в том числе к нам, например, в частности, уже когда нигде человек правду не нашел, не добился, то приходит к нам. Недавно народными депутатами Государственного собрания ЛТУМЭН принят доклад уполномоченного по правам человека. Согласно докладу было рассмотрено 2474 обращения граждан. Деятельность уполномоченного по правам человека охватила более 60 тысяч якутян. Проведены проверки частных пансионатов для пожилых и инвалидов, где выявлены нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. Подготовлены специальные доклады по защите прав граждан с психическими расстройствами, паллиативных пациентов, а также состояние здания Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Внесено 50 предложений по совершенствованию законодательства, включая 14 нормативных правовых актов. Но мы благодарим Сардану Михайловну Гурьеву от имени депутатского корпуса действительно за хорошую, качественную, как всегда, работу, проведенную в 2025 году. Ее знает вся республика, все, кто по воле случая, либо по воле жизненных обстоятельств оказался в трудной ситуации, они всегда обращаются к уполномоченному по правам человека и находят всегда поддержку, если не действенными делами в соответствии с нашим законодательством, но такую вот рекомендации, консультации, о котором выше сказала сама Сардана Михайловна Гурьева. И эти отклики мы регулярно получаем, постоянно получаем, Сардана Михайловна. Спасибо вам большое. По проекту постановления, коллеги, режим голосования принято. Сардана Михайловна Гурьева предлагает закрепить законодательно в Якутии закон о реабилитации участников специальной военной операции и их семей. Полагаем, что с учетом норм Конституции Российской Федерации по в силу статьи 72 и по предметам совместного ведения Республика Саха-Якутия может вполне разработать и имеет право разработать свой акт, нормативный правовой акт в виде закона, который бы урегулировал все механизмы, общественные отношения и создал бы, самое главное, систему реабилитации. Потому что мы где-то видим, как я уже сказала, отдельные элементы, а необходим закон, который бы это все упорядочил. И я поздравляю с юбилеем Якутский водоканал. Ему исполнилось 85 лет. И традиционный ледовый забег Кубка водоканала прошел под эгидой юбилея. Седьмой по счету, ледовый забег Кубок водоканала состоялся в акватории 202-го микрорайона столицы Якутии. В этом году ледовый забег посвящен 85-летию Якутского водоканала. В этом году в честь 85-летия нашего родного водоканала, с чем поздравляю всех наших якутян. К нашему удивлению, 600 слотов закончилось буквально за неделю. Людей, которые занимаются своим здоровьем, спортом, становится больше и больше. А здоровая нация – это здоровая Россия. Участников забега поздравили мэр города Якутска Евгений Григорьев и первый замминистра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Махначевский. Водоканал становится мотиватором
массового спорта и корпоративного спорта нашей республики. В связи с этим хочу поздравить и вручить Анатолию Андреевичу наше поздравление от имени Министерства спорта. Кубок объединил более 600 якутян со всей Якутии. Возраст любителей бега не ограничен. На Кубок водоканала приезжают специально, чтобы открыть беговой сезон и попробовать свои силы. В водоканале первый раз, потому что зимой никогда еще не бегали. Ну и весной, то есть. Сейчас у нас две девочки бежат. Татинский лицей. 7 класс и 9 класс. Ура! Приехали из Намсов участвовать 10 человек. Маленький такой бегоклуб. Намские газовики. Ну это, конечно, открытие сезона. Потом водоканальцев, конечно, поздравляю с юбилеем. Кубка водоканала! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 В этом году я прям поражен, потому что я только вот сегодня увидел всю площадку, которая организована, и прям, ну, я не был на больших забегах типа московского и так далее, я думаю, уровню уже соответствует, ну, как бы не меньше. Привет подаю будущему поколению. Мне 68 лет. Поздравляю водоканал с юбилейной датой 85 лет! Вот эти веера символизируют как водоканал, вода, и поэтому все воплотило в одном образе. Дистанции забегов Кубка водоканала 3,9 километров и полумарафон на 21 километр. Все участники ледового забега получили на финише специальные медали, а победители ценные призы и кубки от Якутского водоканала. Поздравляю всех жителей города, работников водоканала, ветеранов водоканала, руководства, всех причастных к жилищно-коммунальному хозяйству с юбилеем, с 85-летием АО «Водоканал». В заключение спортивного праздника бега состоялась эстафета среди организаций. Команда водоканала одержала победу. Прекрасный подарок к 85-летнему юбилею. Смотрите нас на телеканале «Россия-24» каждый четверг в 13:15 в обед и воскресенье 19:40. До скорой встречи! Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка России «Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrug.tvmail.sobaka.ru.